Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И известный чеченский ученый, директор Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики Супьян Магомадов. Профессор Чеченского государственного университета, кандидат исторических наук. Маршал Супьян. Смотрите. Супьян Султанович, указом главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова 2024 год был провозглашен годом истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. И тут я хочу спросить, каким он был этот год для нашей республики? Хочу спросить, как известного историка. Как вы уже сказали, в феврале этого года вышел этот указ главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, в котором нынешний 2024 год провозглашен как год истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия народов Чеченской Республики или наследия чеченского народа. Здесь игра слов не имеет значения. В данном случае мы с вами рассматриваем народы Чеченской Республики, в том числе и наш любимый чеченский народ. Каким он был для нашей республики? Здесь вот в указе прямо было указано, что до определенного числа, до конца марта месяца, надо было, значит, составить план мероприятий. Но этот план мероприятий зашкалил. Значит, за 800 мероприятий. Каждое учреждение, ведомство, которые хотели провести мероприятие, посвященное году истории, значит, исторической памятнику, архитектуры и культурному наследию чеченского народа. Ну, мы как ведущая научная организация, являющая центром научных исследований для всего, значит, для всей республики, мы, естественно, подготовили, значит, ряд значимых мероприятий, которые, часть которые уже проведены, и часть которые еще предстоят провести в ноябре, в декабре этого года. Да, у нас еще 2 месяца у нас еще до 2 окончания месяца, года. да, до окончания года. Ну, если количество сказать, то Академия наук взяла на себя обязательство провести 27 мероприятий. 27 мероприятий. До конца года или уже? До конца года. Сейчас из них проведено 18. Осталось всего, значит, 9 мероприятий. Время еще есть? Время есть. У нас на ноябрь и декабрь запланированы 2 конференции. Мы большие 2 конференции провели до этого. Здесь для республики год означал очень многое. Нужно было посмотреть, в каком состоянии наша история, в каком состоянии наши исторические памятники, Хороший вопрос. в каком состоянии наша архитектура и в каком состоянии наше культурное наследие. И естественно, предложить меры по активизации всего этого. Естественно, такие меры были предложены, и был составлен целый перечень вопросов, по которым ведомства, министерства, научные учреждения республики, высшие учебные заведения, в том числе СУЗы, должны были обратить внимание именно на эти направления, которые были обозначены. Поэтому, значит, если мы сегодня говорим об этом, то должен сказать, что мы практически цель уже достигли. Значит, как мы планировали? Мы планировали, досрочно достигли? Да, не досрочно, мы достигаем. Достигаем. Прошу прощения, прошу. Как было намечено все. В первую очередь, научные организации республики, высшие учебные заведения, у нас их 3-4, и научных организаций у нас 3, они должны были вот работать по таким направлениям. Первое.
Значит, это проведение бесед по истории нашего народа, по историческим памятникам архитектуры, культурного наследия. Это беседы на телевидении, это выход в аудиторию, в школы, СУЗы и высшие учебные заведения. Такие мероприятия проводились и проводятся по сегодняшний день. Второе направление – это круглые столы по наиболее памятным датам нашего народа именно в 2024 году. У нас есть памятные даты. Это памятные даты, которые связаны с принятием Конституции 23 марта 2024 года. Вот историческое значение этого события. Следующее событие – это снятие контртеррористической операции 16 апреля. Следующее событие – это 84 года Великой Отечественной, победа в Великой Отечественной войне. Затем это День памяти и скорби и так далее. Вот такие круглые столы, симпозиумы, в том числе очень много мероприятий, которые были связаны с проведением специальной военной операции. Мы выходили с лекциями, наш доктор юридических наук, доцент отдела истории Сайдумов до сих пор работает в РУСе, в Российском университете спецназа. Это уже новая история. Это новое направление, которое мы этим занимаемся. Следующее направление – это проведение региональных и всероссийских и международных конференций. В том числе совместно с комплексным научно-исследовательским институтом, Чеченским государственным университетом, Чеченским государственным педагогическим университетом, с Грозненским государственным нефтяно-техническим университетом и Исламским университетом. Все это, вот эти региональные, всероссийские и международные конференции. Такие конференции проведены. И следующее направление, на которое мы просили обратить внимание, это издание, новое издание, скажем так, монографии, сборники документов. Часть из них уже издана, часть находится в типографии. И вот такие основные 5 направления, по которым работает наша республика именно по указу «Год истории», исторический памятник архитектуры и культурного наследия чеченского народа. А что значит для нашего региона этот год, 2020? Дело вот в чем. Если Почему обратили на это внимание, почему вот взяли все вместе, не отдельно год истории, отдельно год истории, а год истории, исторические памятники, архитектуры и культурного наследия. Все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Дело в том, что на нашей территории очень большое количество исторических памятников и очень большое количество исторических архитектурных памятников. Задача состояла в том, чтобы показать народу, в каком они состоянии, что с ними делается, что с ними происходит. Вот это изюминка, на которую надо было направить нашу мысль, направить наши действия. И что касается года истории, мы с вами прекрасно понимаем, что история наука фактологическая, и история не стоит на месте, история все время двигается вперед, поиск новых документов приводит к тому или иному пересмотру тех или иных дискуссионных вопросов, которые перед нами стоят. Таких дискуссионных вопросов перед историей чеченского народа много. Мы должны были эти дискуссионные вопросы сделать выборку
на что обратить особое внимание. Вот поэтому мы сегодня констатируем, что особое внимание в этом году мы обращаем на нашу древнюю и средневековую историю. Это время пришло. Это сейчас пришло время. Последние 10 лет пришло время. Время пришло после того, как Чеченскую республику возглавил первый президент Чеченской республики Ахмад Хаджи Кадыров, а затем, после его трагической гибели, когда президентом республики стал Рамзан Ахматович Кадыров, а потом он был переизбран на должность главы Чеченской республики. Вот такой возможности, которая сейчас стоит которая стала перед историком, такой возможности в последние 70 лет у историков не было. Начиная с 1957-1958 года нам указывали, что можно изучать, что нельзя изучать. С 1958 до 2000 года Кавказскую войну нельзя было изучать. Насильственное выселение народов нельзя было изучать. Древнюю историю народа нельзя было изучать. Средневековую нельзя было изучать. Были даны отдельные клише, по которым мы изучали. А сейчас появилась просто уникальная возможность вернуть и восстановить. Восстановить все это и вернуть это. И это дело в том, что для того, чтобы объявить год истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа, была проделана огромная работа последние 10 лет. Последние 10 лет, когда был собран очень важный документальный материал, архивный материал. Вот архивное управление настолько хорошо поработало, что выходили вот такие толстые талмуды, где были архивные документы и выдержки из таких вот важных для истории чеченского народа печатных изданий, как «Картлис Ховреба», как армянская география, как 15-16 век российские документы, но на древнерусском языке. У нас сегодня, к большому сожалению, нет пару специалистов, которые могут читать на древнерусском языке документы. Они у нас есть, а вот армянские документы нам приходится, что нам переводили. У нас нет специалистов, армянистов. У нас нет специалистов, которые знают древнеармянский язык, и поэтому нам приходится вот сейчас, именно в этот год, президент Академии наук нашей республики, доктор исторических наук Джамбулат Вахидович Умаров поставил перед Академией наук и перед научным сообществом задачу подготовить специалистов, знающих и древнеармянский, и древнегрузинские, и древнеперсидские языки. Ведь документальные источники, архивные материалы имеются в грузинских архивах, имеются в архивохранилищах Армении, архивохранилищах Азербайджана, Турции, Ирана. И мы, не зная язык, мы не можем им воспользоваться, и нам приходится обращаться к специалистам, которые знают эти языки. А нам это нужно для изыскания наших страниц истории. Совершенно верно. Вот для этих целей еще в 2018 году был созван первый Нахский конгресс, на котором эти задачи были поставлены. И буквально в прошлом году была такая большая научная конференция международного значения, на котором присутствовали специалисты из Передней Азии, из европейских стран,
это Хурито-Уральский мир, Передняя Азия, языки и наши взаимоотношения. Это вот там у нас еще один вопрос. Вот именно проведение этой конференции дало возможность президенту Академии наук поставить перед нами задачу обратиться к древнейшей истории и средневековой истории. И как продвигается работа? Это очень интересный вопрос. Работа идет, сейчас идет процесс накопления материала. Смотрите, в Грозном не так давно состоялось учредительное заседание отделения Российского исторического общества в Чеченской Республике, где президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров был выдвинут председателем Совета. Это тоже часть года истории? Это часть года истории. Дело в том, что в нашей республике в свое время был избран председателем Российского исторического общества Чеченской Республики, председатель парламента Духва Баштаевич Абдурахманов. Мы дал Бугалил Шнахду, пришло время, и он ушел от нас. Дал Гештвельсон, и вот эта должность, она не была занята, а нам нужно было обязательно иметь выход в российское историческое общество, которое возглавляет, мы с вами прекрасно знаем, Нарышкин. Да? И вот для этих целей последний год-полтора проводилась серьезная работа президентом Академии наук Чеченской Республики Умаровым, и нам удалось в этом году провести 19 сентября учредительное заседание Совета отделения Российского исторического общества Чеченской Республики. Это не просто заседание, это историческое событие. Почему? Потому что здесь на этом учредительном заседании были представители власти, министр образования и науки Чеченской Республики, министр печати и информации и национальной политики нашей республики, главный федеральный инспектор по Чеченской Республике Жунидов, председатель общественной палаты. И приехали к нам гости из Москвы, Санкт-Петербурга. Вот один из представителей, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Гукаев Руслан Григорьевич, был Загребин Алексей Егорович, это доктор исторических наук, профессор, член Совета Российского исторического общества. Он сейчас исполняет обязанности директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Присутствовал Даудов Абдулла Хамидович, это доктор исторических наук, профессор, директор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, он член Совета. И вот здесь, вот на этом заседании, все они выступили с докладами и пришли к единому мнению, что нужно уже приступить к избранию председателя Совета отделения Российского исторического общества в Чеченской Республике, и Джамбулат Вахидович. Время пришло. Время пришло. Дело в том, что вы понимаете, что военно-историческое общество, географическое общество, историческое общество, археологические общества. Эти общественные объединения, они были созданы в 40-х, 60-х годах XIX века, и они очень многое сделали. Нам нужно было продолжить работу, которая была тогда начата. К большому сожалению, в 50-х, 70-х годах практически эти общества, военно-историческое общество, географическое, историческое общество, они не работали, они заработали в начале 2000-х годов. Для чего нам нужно быть в составе
военно-исторического общества. Хороший вопрос. Для чего? Самое главное, мы можем пропагандировать свою историю через российское историческое общество. Пропагандировать свою историю. Это актуально на сегодняшний день? Очень актуально. Плюс ко всему, историческое общество, которое возглавляет Нарышкин, они имеют очень хорошие финансовые возможности и объявляют ежегодно гранты. Можно участвовать в этих грантах. К примеру, в прошлом году историческое общество, Российское историческое общество профинансировало проведение международной научной конференции 80 лет победы битвы за Кавказ. Конференция проводилась во Владикавказе, мы тоже участвовали в этой конференции, президент Академии наук Джамбулат Вахидович Умаров и я. Мы выступили с докладом, и вот там мы заложили основы для создания. Мы переговорили с Русланом Григорьевичем Гукаевым, с председателем правления Российского исторического общества. Захотели создать, такое нельзя. Это нужно, чтобы наше историческое сообщество нашей республики созрело для создания отделения Российского исторического общества. Оно созрело, и оно создано. Да. И оно создано. Как говорится, в тему пошло. Да, мы попали как раз в тему в год истории, исторических памятников, архитектуры, культурного наследия. Мы воссоздали на территории нашей республики планы очень серьезные, большие планы. Мы думаем, начиная со следующего года, участвовать во всех грантах, выигрывать эти гранты и проводить на территории нашей республики международные конференции под эгидой Российского исторического общества. Смотрите, существует мнение, что история – великая учительница жизни. Как вы относитесь к этому утверждению? Хотелось бы услышать ваше мнение, как известного историка. Здесь давайте заглянем в историю. Прошу, давайте. Это латинское выражение «Historia magistra vita» – «История учительница жизни». Это крылатые слова известного оратора Цицерона, которые были опубликованы в его трактате об ораторстве. Об ораторе, так и называлась эта книга. Полностью данное определение звучит следующим образом. А сама история – свидетельница времен, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни и вестница старины. В идеале история является тем многовековым опытом человеческого общества, на основании которого человек должен делать анализ своих поступков и принимать, естественно, на этом основании все остальные решения. Любую цитату, если мы любую цитату возьмем, его нужно рассматривать в контексте и смотреть ее целиком. Чаще всего, когда говорят, что история – это учительница жизни, то имеют в виду либо высказывание Цицерона, либо высказывание Василия Осиповича Ключевского. Но на минутку задумаемся, между этими двумя высказываниями прошло 2000 лет. Но до сих пор актуально. И это актуально. Цицерон говорил: история – свидетель времени, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, властительница старины, в чем, как не в речи оратора, находит это бессмертие. В то же время мы должны иметь в виду, что история – это не учительница, а надзирательница. Она смотрит. Ага, в этом контексте. Если
если эта история тебя ничему не научила, то сурово наказывает за это. Если ты учишь историю, и ты ничему не научился, то эта история тебя сурово наказывает. Опыт у нас есть. Опыт у нас есть. Опыт у нас есть. В истории есть свои объективные законы. И этими объективными законами историки считают, что они могут управлять. Ничего подобного. Объективными законами управляет только Всевышний. Но, зная эти объективные законы, зная нашу прошлую жизнь, нашу прошлую историю, нужно из этого извлекать уроки для того, чтобы не делать ошибки, не наступать дважды на те грабли, которые уже наступали. О чем говорит и наш глава. Мы наступаем на эти грабли, мы не можем не наступать. Дело в том, что если мы хотим учиться истории, то мы научимся. Нужно делать, естественно, выводы. Нужно исходить из того исторического прошлого наших предков. Мы почему-то все время забываем, что наши предки были намного умнее и дальновиднее нас. Понимаете? И вот их ум, их дальновидность надо брать во всеоружие и сегодня применять. Мы же проходили 90-е годы. 90-е годы мы прошли. Давайте мы извлечем уроки из 90-х годов и более не будем наступать на здесь те политические процессы, которые происходили в 90-х годах, это не объективность. Здесь больше субъективного. Это можно было избежать, если бы мы учили бы уроки 1917 года. Но мы же не учили уроки 17 года. Поэтому и наступил 90-е годы, когда, значит, определенная часть, маргинальная часть населения подумала, что мы можем чуть ли не... У нас была возможность построить свое собственное государство, мы же этим не воспользовались. Поэтому мы и должны знать свою историю, изучать свою историю и помнить свою историю. И, причем изучать ее с древнейших времен до наших дней. И вот другой пример, да, строительство национального государства, государственности, чеченская государственность. Мы должны знать, когда она зарождалась, кто был у истоков чеченской государственности, начиная с шейха Мансура, начиная с Бейбулата Таймиева, начиная с Таштемира Эльдарханова. Здесь же последующим идет Ахмад Хаджи Кадыров, да, и так далее. И зная эту историю, мы сегодня, у нас и существует цветущая Чеченская республика. И год истории. И, естественно, в такой мирной республике, естественно, объявлен год 2024, год истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия. Который еще не закончился. У нас впереди... У нас есть еще время. У нас уже издано... уже у нас издано две монографии. Это монография Гапурова-Умарова, одна монография. Вторая монография отдельно Шахрудина. Название я могу назвать. И потом у нас издан иллюстрированный русско-чеченский словарь, который сегодня можно было спокойно передать во все детские сады, во все школы, и дети бы могли по картинкам изучать названия не только флоры и фауны, но и название нашей местности. Это все в рамках года истории. В рамках года истории. Вот сейчас уже в типографии у нас находится один важный сборник документов, посвященный шейху Мансуру, который буквально на днях должен выйти.
это будет бомба. Спасибо. Там будут такие великолепные документы, там будут документы, которые говорят о том, что шейх Мансур действительно был первым имамом Кавказа. Это еще одна тема, чтобы мы с вами могли встретиться. Спасибо, удачи. Далее это будет Адекер. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И известный чеченский ученый, директор Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики Супьян Магомадов, профессор Чеченского государственного университета, кандидат исторических наук. И самое главное, не болейте, будьте здоровы.